Приветствую, маглы! Продолжаем сравнение книг и фильмов о Гарри Поттере, и сегодня у нас противоречивый и недооцененный Орден Феникса. Напоминаю, что у нас есть 4 уровня отличий, от совсем невидимых, которые выползают в качестве заметок, до красного кода с сильным ударом по лору или глобальными изменениями. Итак, как обычно, мы начинаем с персонажей, о которых еще не говорили. Долорес Амбридж описана как неприятная бледная жаба без шеи, но, как мы уже упоминали в обзоре на Орден Феникса, Эмильду Стонтон нельзя назвать отвратительной или неприятной. Кино, наконец, вводит Белатрису Лестрендж, которая должна была появиться еще в Кубке. Хелена Бонем Картер шикарно попала в каст. Из изменений в фильме у нее волнистые волосы, которые в книге описаны как раз таки ровными. Референс миссис Адамс. У Луны Лавгуд в книге серые глаза, но в ленте они голубые. Фрэнк и Алиса Долгопупс описаны в книге чуть более плотными, чем показаны на фото в фильме. У Мадам Боунс в книге присутствует монокль, но в фильме на него нет и намека. Что касается Кингсли, Тонкс и миссис Фиг, в целом актеры очень хорошо попали в каст. Из фильма снова вырезали почти безголового Ника. Я предпочитаю сэр Николас. Да, сэра Николаса и Билла Уизли, а также подругу Джоу Мариетту, Пуффендуйку Сьюзан Боунс, Добби, кентавра Флоренса и наземникуса Флетчера, у которого в Ордене уже есть роль третьего плана. Также под нож попала и профессор Грабли Дёрк. Своих камео лишились Златопуст Локон, Стэн Шанпайк, Рита Скитер, Ли Джордан, бабушка Невилла Августа Долгопупс, портреты прадеда и матери Сириуса, Эрни Макмиллан и множество других персонажей из разряда пятый справа в третьем ряду. В этой книге упомянуто аномальное количество разовых статистов и ноунеймов из Министерства, Хогвартса и Ордена, о которых нет смысла говорить. Но о действительно важных для сюжета мы будем упоминать отдельно. А теперь к сравнению. Фильм встречает нас с конфликтом между кузенами, но в книге до этого еще полглавы. Гарри лежит под окном и слушает новости, ожидая, что что-то услышит. В принципе, логично. По-моему, вполне естественно хотеть больше узнать о враге, который хочет себе навредить. Внезапно он слышит звук трансгрессии, как окажется, это был наземникус Флетчер, из-за чего избранный вскакивает и ударяется об оконный выступ. Дядя начинает его душить за то, что он достал волшебную палочку на людях. Также он все лето получал письма от своих друзей, но в них не было ничего сколько-нибудь важного и вразумительного. Даже Сириус писал, что понимает, что ожидания томительны, но просил себя вести спокойно. Это отличается от фильма, где Гарри предъявил, что друзья ему вообще не писали. В книге нет ни слова о том, что мать забирает ребенка с качелей на глазах у Гарри. Плюс, как и в случае с узником Азкабана, сцена с тем, как Гарри выпускает пар, происходит только в фильме. И эти сцены отличные, они демонстрируют состояние избранного. В ленте словесная перепалка происходит на глазах у друзей Дадли, но в книге они уже распрощались и кузены вместе шли домой. На жесткой годовой диете и тренировкам по боксу Дадли стал сильно стройнее и получил кличку Большой Д. В отличие от ленты, Гарри первым начал троллить кузена ласковыми названиями его мамы вроде Крохотулечки, Масика Дадли или Диди. Он так и хотел сорвать на ком-то свою злость, и уже тогда кузен начал троллить Гарри в ответ, что слышал ночные разговоры о Седрике. Встреча с дементорами слегка отличается. Дадли ударил Гарри
Гарри по лицу, когда тот вытащил волшебную палочку. Дементоры в оригинале не поднимали избранного над землей, чтобы ножки в воздухе болтались. Это сделано исключительно для фильма. В оригинале мы узнаем, что миссис Фиг Сквиб, как и Филч. Также Гарри охранял иноземникус, но он удалился, чтобы сбыть лут, за что миссис Фиг назвала его куском навоза и отделала своей сумкой с кошачьим кормом, когда тот таки вернулся. По возвращению домой в книге двери открыла Петунья, а Дадли наблевал на входе. Избранный пытался пойти наверх, но тут кузен его и выдал. Письмо от Муфалды, в которую превратится Гермиона в дарах, в книге не кричало на весь дом. Это было самое обыкновенное письмо. Гарри сам прочитал его и сказал, что его исключили. В ленте присутствует только одно письмо, но в книге писем было 5. И первым после Муфалды написал мистер Уизли. Он сообщил, что Дамблдор пытается разрулить вопрос и чтобы тот не рыпался из дома и не отдавал палочку на уничтожение. Вернон интересуется у сына, почему тот не врезал этим дементорам, на что Гарри сказал, что рукопашка на них не действует. Оригинал сообщает нам, что Петунья знает о волшебном мире довольно много, включая и то, что дементоры стерегут Азкабан. Она упомянула, что когда-то слышала об этом от одного странного человека. И это был храбрейший человек, которого я знал. Далее следует второе письмо из министерства, в котором сообщается, что он все-таки пока временно исключен, а финальное решение будет 12 августа, что в фильме объяснит Кингсли. Четвертое письмо пришло от Сириуса. Оно было чопорным и кратким. Гарри даже взбесился, так как его отчитали, будто он сделал что-то плохое. Разговор с Дурслями продолжился, и избранный сообщил родственникам, что Темный Лорд вернулся. Вот тут он в первый и последний раз проникся к Петунье и почувствовал, что она сестра его матери. Вернон хотел выгнать парня, но тут пришло пятое письмо от, как окажется потом, Дамблдора, но уже Петунье. Оно прокричало, чтобы она помнила его наказ. Петунья сказала, что их племянник остается, мол, соседи будут задавать ненужные вопросы, если они его выгонят. Но обсуждать что-то о волшебном мире тетя отказалась. Далее Гарри в книге пишет 3 письма для Сириуса, Рона и Гермионы с требованием объяснить, что происходит. Он потребовал у Букли не возвращаться без ответов. В книге Дурсли не увозят Дадли в госпиталь, а Орден приходит только через 4 дня. А родственнички правда уехали, но по совсем другой причине. Тонкс посулила им победу на несуществующем конкурсе по содержанию пригородных лужаек. В оригинале Гарри не видит сона Седрика, во всяком случае в эту ночь, и выходит к Ордену на лестницу. Грюм попросил опустить палочку, ибо тот может выколоть кому-нибудь глаз. Это я так, снять напряжение. В отличие от фильма, избранный засомневался, что это Грюм, и не зря, учитывая его опыт. Да вот только в книге было 9 сопровождающих, включая Римуса Люпина. Присутствие лунатика сразу успокоило Гарри. Хотя Кингсли начал рассуждать, как тот похож на Джеймса, а другие подхватили, что глаза как у Лили, Грюм предложил проверить его. Люпин без рукоприкладства поинтересовался, какой у него патронус. После ответа, что это олень, Грюм сказал Гарри ни в коем случае не засовывать волшебную палочку в задний карман джинс, иначе можно остаться без одной ягодицы. Ты это не понаслышке знаешь, да, Грюм?
Компания переместилась на кухню, где Римус начал всех представлять. Среди сопровождающих появляется важный для даров Элфиас Дож, которого можно заметить и в фильме. Дедалус Дингл, который наверняка появится уже в первом сезоне сериала. И заметный для этой книги Стержис Подмар. Именно Люпин, а не Грюм в оригинале взбесил Тонкс, назвав ее Нимфодорой. В книге Тонкс помогла Гарри с чемоданом, продемонстрировала свои умения и рассказала, что она метаморф. По лору Грюм не призывает метлы, они были уже в руках. Полет в штаб-квартиру сильно отличается. Грозный глаз заставил всех лететь в строгом порядке, очень высоко, меняя скорость и высоту. И он наложил на Гарри чары невидимости. По прибытии на место Мститель использует делюминатор Дамблдора, а также дает Гарри бумажку с адресом штаба, чего нет в фильме. Первое появление на площади Грима несколько отличается. В оригинале Гарри пока не видит Сириуса и эльфа. Миссис Уизли сразу провела его наверх. Встреча с Роном и Гермионой была более напряженной. Гарри сильно дольше орал и обвинял всех и вся. Он первым начнет орать и обвинять тебя. После близнецов появилась еще и Джинни. Оказалось, что Перси предал семью, снял квартиру в Лондоне и даже не пустил мать на порог. Тот стал помощником Фаджа, который повысил молодого сотрудника, чтобы следить за близкой к Дамблдору семьей Уизли. Близнецы говорят, что имя Дамблдор стало ругательством в министерстве, а Джордж сообщил, что Билл подкатывает к Флёр, которая уже работает в Гринготте. По пути на кухню Гарри натыкается на портрет матери Сириуса, которая начинает орать и обвинять грязнокровок и осквернителей чистой крови. Вот когда Гарри встречает крестного, но в отличие от фильма, в книге их встреча куда менее дружелюбная. Крестный в лоре не обнимал Гарри, а угрюмо поприветствовал. На ужине присутствовали Наземникус и Билл. Жулик начал оправдываться и извиняться перед Гарри, пока Живоглот терся о его ноги. Билл с Люпином обсуждали гоблинов. Те не спешили выбирать сторону и все еще бесились из-за Бэгмана, которого министерство, по их мнению, прикрыло. Сириус же жаловался, что целый месяц сидит в заперти. На вопросы Гарри крестный объяснил, что Наземникус знает всех жуликов и слышит, что шепчут улицы, а также очень предан Дамблдору. Перепалка Фурии и Бродяги в книге была куда более серьезной. Тут-то она и говорит Сириусу, что Гарри не Джеймс и что Сириус безрассуден. Она предъявила, что тот слишком долго сидел в Азкабане и не мог присматривать за Гарри. Этот конфликт урезонил Люпин. Молли согласилась, чтобы Гарри кое-что узнал, но она выставила Джинни, мол, еще слишком мелкая. Сириус и Римус в книге говорят, что Волан-де-Морт затаился и не беспределит. Это отличается от прошлого раза, поэтому никто и не верит Гарри и Дамблдору. А вот в фильме позднее случится неточность, когда по радио сообщат об исчезновениях, к которым якобы причастен Сириус. Отличается и сцена с газеткой. Во-первых, на этом ужине никто газету не доставал. Во-вторых, избранного никогда не ставили на первую полосу, а только делали мелкие заметки. После ужина близнецы завалились к парням, но не смогли прийти к каким-либо выводам, и, услышав шаги миссис Уизли, они сразу трансгрессировали к себе. Между сценами с ужином и походом на слушание проходит несколько дней. Фильм полностью вырезает уборку дома. Цирк, что миссис Уизли все еще пользовалась книгой Локонса, чтобы узнать, как бороться с Докси, а близнецы несколько этих Докси прикарманили, чтобы поэкспериментировать с их ядом для забастовочных завтраков. Наземникус пытался укрыть краденый лут, но Молли устроила ему головомойку. Вот где мы впервые в книге встречаем Кикимора. Тот оскорбил и Гермиону, и даже пробормотал неприятные слова в сторону Сириуса. Бродяга сказал, что эльф что-то мутит и втихаря ворует вещи, которые они хотят выбросить. Гермиона пристала к Сириусу со своим говне и попросила освободить эльфа, но бродяга ответил, что слишком уж много этот эльф
знает. Вот тут Сириус показывает свое фамильное древо. Бродяга упоминает и о своем глупом братце Регулусе, который стал пожирателем, и вот уже 15 лет о нем ни слуху, ни духу. Далее он упомянул своего прадеда, самого непопулярного директора Хогвартса. Тут-то мы узнаем о родстве с его кузинами Белатрисой Лестрейндж и Нарциссой Малфой, которые родились в другой ветке семьи Блэк. А вот их третьей сестры Андромеды, как и Нимфодоры, тут не было, ведь мать бродяги выжгла Андромеду за то, что та связалась с маглорожденным. Сириус сообщил еще и о родстве со своим троюродным племянником Артуром Уизли и даже с Молли, урожденной Прюет. Так случилось потому, что полностью чистокровных семей всего 28, во всяком случае их было 28, и все они хоть как-то приходятся друг другу родственниками. Гарри поинтересовался, может ли он остаться в этом доме, если его исключат. Сириус пришел к выводу, что очень уж скверно крестнику приходится у дяди с тетей, раз он предпочитает этот мрачный дом. Во время уборки группа находит важный для даров тяжелый медальон, который никто не смог открыть. Утром перед слушанием Тонкс впервые упоминает Руфуса Скримджера. Тот задавал слишком много вопросов ей и Кингсли. Изначально глобального суда не должно было быть. Гарри должен был прийти и объясниться с Амелией Боунс у нее в кабинете. Сириус пошутил, что если та будет слишком несговорчивой, то он сам к ней придет поболтать. Наконец-то фильм и книга встретились. В оригинале, правда, есть еще несколько крошечных, но занимательных деталей. В книге будка находится чуть ли не на помойке. Артуру не понадобились деньги маглов, а только ввести код на диске 62442, что можно расшифровать как Magic, о чем мы уже упоминали в обзоре. После женский голос поинтересовался целью визита, и Гарри получил временный пропуск в виде значка. Отличаются и декорации в министерстве. Статуя гоблина, эльфа и кентавра в книге вместе с волшебницей и волшебником. Но в фильме все сделано иначе. Один волшебник стоит отдельно, что как бы намекает на то, что все-таки волшебники немного равнее всех остальных. Эту гипотезу подтверждает и Дамблдор в конце книги, говоря, что слишком уж долго они притесняли братьев своих меньших. Также в атриуме не висел огромный плакат Корнелиуса Фаджа. Это сделано исключительно для фильма. Перед слушанием Гарри и Артур проходят через местного консьержа, который на весах идентифицирует палочку избранного со всей подноготной. Чуть погодя, они встречаются с Кингсли, который отчитывает Артура в довольно грубой форме, а шепотом они обсуждают свои дела. В ленте Кингсли говорит, что слушание через 5 минут, но по факту один ноунейм сообщил, что слушание уже началось, да еще и в старом здании суда. Само слушание сильно расширено в книге. В оригинале рядом с Фаджем сидели Долорес и Перси. Дамблдор призвал себе, а потом и Арабелле кресло, и они вместе сидели рядом с Гарри. Эмилия Боунс была поражена, что Поттер владеет телесным патронусом, ибо это магия выше уровня жаба. Она же поддержала Дамблдора, что есть закон о том, что обвиняемый может привлекать к своей защите свидетелей. И это мадам Боунс потребовала описать дементоров, а не Корнелиус. Фадж сказал, что показания миссис Фиг крайне неубедительны, но мадам Боунс сказала, что верит Арабелле. Министр пошутил, что даже Бэгман не поставил бы на то, что два дементора оказались случайно в Магловском районе. В ответ Дамблдор более открыто говорит, что кто-то приказал дементорам напасть на Гарри и напоминает, что уже говорил о своих убеждениях о дементорах и открыто сказал, что нужно расследовать, кто же в министерстве крыса и кто приказал напасть на Гарри. Министр сорвался и начал обвинять Гарри во всех предыдущих
предыдущих грехах. За пудинг, который Добби сбросил, и за надутую тетку. Но Альбус парировал, что это дело прошлое, и тогда почему-то они не проявили строгости. После Фадж сказал, что Гарри беспределит и в Хогвартсе, но директор ответил, что это уже не его ума дело. Сцена с Люциусом происходит и в книге, правда уже после слушания, и там Гарри намекает, что они в связке, а Малфой говорит, что их с министром дела не его ума дело. Перед уходом из министерства избранный бросил очень много денег в тот самый фонтан в поддержку больницы Святого Мунга. Он поклялся бросить 10 галеонов, если его оправдают на слушании и не исключат из школы. Далее лента сразу отправляет нас в Хогвартс, но в книге очень многое произошло. Гарри вернулся на площадь Грима, где все, кроме Сириуса, праздновали, а фишка в том, что тот был бы рад компании в этом мрачном доме. Тут же нам сообщили, что Рыжик и Невыносимая всезнайка. стали старостами. Это произвело фурор. Мама сказала, чтобы Рон выбрал подарок, и он попросил метлу, на которую та согласилась. Для избранного это был удар. Он совсем забыл о том, что на 5-м курсе выбирают старост факультетов. Но его успокоил бродяга, который сообщил, что Лунатик был старостой, а вот они с Джеймсом только и делали, что отбывали наказание. На этой же вечеринке Грюм подтвердил, что в столе в гостиной спрятан Богарт, и это он показывает фотографию первого состава Ордена. Гарри в книге не оставил себе фото, не вешал его в выручай комнате, да и вообще сильно расстроился, ибо многие, включая 2 кровных братьев Молли, попались в лапы пожирателей совсем скоро после этого фото. Тем не менее, когда оказалось, что Наземникус начал поставлять близнецам ядовитую фасоль, Гарри помог им выторговать лучшие условия, пользуясь страхом Наземникуса перед Молли. Миссис Уизли пошла разбираться с Богартом, но не смогла. Тот только и превращался в каждого из Уизли и Гарри в сильно изувеченном состоянии. На ее крики прибежал Римус и уже тогда разобрался с привидением. Фурия разрыдалась, а Лунатик сказал, что в случае чего они не дадут ее детям голодать. Вот тут фильм и книга встретились, да только в лоре Тонкс перевоплотилась в пожилую женщину, а Грюм надел фуражку. С ними же отправились и Фурия, и Магловед, и Лунатик. Должен был сопровождать эту делегацию еще и Стерджес, но пока по непонятной причине не появился. Появление Сириуса не вызвало у Мстителя сколько-нибудь вопросов. Его поход был запланирован. Естественно, он не превращался в человека, а пребывал в образе собаки до самого отбытия поезда. В фильме Гарри видит сон с Волан-де-Мортом. Этого не происходило в книге, но это шикарное дополнение фильма. Собственно, как и то, что Гарри двигает своей шеей, что намекает на связь кровных врагов. Также вместо Рона и Гермионы, которые ехали в другом вагоне с остальными старостами, Гарри присел с Невиллом, Джинни и Полумной. Долгопупс рассказал о своем новом растении, которое брызнуло на них гноем. Хуже всего то, что в этот момент появилась Джоу. Само собой, Полумну в книге представляет Джинни, а не Гермиона. Забавно, что она читает придиру, на обложке которого написано то, о чем она говорила в книге, что Фадж пытается давить на гоблинов. Когда Рыжик и Невыносимая всезнайка. наконец пришли, они сообщили, что Драко и его подруга стали старостами Слизерина. Гермиона наехала на придиру, назвав его полным шлаком, а Полумна сообщила, что этот журнал издает ее отец. Это была очень неловкая сцена. И тут наконец-то появился Малфой и сказал, что будет как пес вынюхивать, что Гарри задумал. А вот в ленте Драко появляется только на платформе, где Гарри почти готов его разорвать, но этого не было в оригинале. Взамен вместо Хагрида появилась профессор Грабледерк, что очень
огорчило Гарри. По пути в школу Полумна говорит, что они на Когтевране считают, что Хагрид никудышный учитель, что не слабо так провоцирует Рона. В оригинале ученики пялятся на Гарри еще в большом зале, а также снова присутствует тревожная песня шляпы и распределение. Сэр Николас говорит, что шляпа уже рассказывала ранее о бедах. Рыжик в этот раз умудрился обидеть сэра Николаса, мол, тот не совсем живой. В гостиную с Гарри заходит Невилл, который наконец выучил пароль, ибо это название его нового растения. Перепалка с Симусом из спальни в книге перекочевала в общую гостиную в фильме. В лоре Рон сказал, что на правах старосты может заставить Симуса убирать унитазы, поэтому тот замолчал. За Гарри вписался и Невилл, который сказал, что пророк – это лживая пропаганда. Гермиона, к слову, тоже посоветовала Лаванде не раскрывать на Гарри свой грязный рот. Далее фильм многое упустил. Утром в большой зал пришла новый капитан команды Анджелина и пригласила Гарри на пробы вратаря в пятницу. Гермиона выписала близнецам за предложение заплатить испытуемых для их вредилок, а те сказали, что скоро все пятикурсники будут визжать перед экзаменами СОВ. Далее состоялся скучный урок профессора Бинса, после которого Гарри столкнулся с Джоу, а Рон вмешался в разговор, да еще и наехал на нее из-за поддержки конкурирующей команды по квиддичу. Во-первых, Рыжик болеет за пушки Пэддлс, а во-вторых, за другую команду все начали болеть после их победы. Эту забавную сцену экранизировали только в игре. После состоялся урок Снейпа, который закончился полным фиаско. Профессор опустошил котел избранного и поставил ему кол. В большом зале Гарри сорвался на Рона и Гермиону, а перед прорицаниями Рыжик попросил друга не срывать злобу хотя бы на них. Вот тут фильм и книга встретились на уроке Амбридж, однако, как и в случае с прошлым годом, это занятие было не для всех факультетов, а только для Гриффиндора. Во время урока Долорес плохо отозвалась о Люпине, а потом и о Грюме. В обеих версиях Гарри получил наказание, но в книге Гарри пришлось еще и идти к МакГонагал. По пути он поссорился с Пивзом, и на их крики вышла Минерва. Избранный передал ей письменное донесение, и та не поверила своим глазам. Тут следует абсолютно невыразимая сцена. За то, что он нагрубил Амбридж, Минерва предложила ему поесть печешек, но все-таки попросила себя вести попроще. Далее фильм многое вырезает перед наказанием. Гермиона шьет шапки для эльфов и упрекает близнецов и Ли Джордана за испытание своих приколов и вредилок. Также происходят уроки Флитвика, МакГонагал и снова-таки профессора Грабли-Дёрк, которая показала лукотрусов. На уроке по уходу Гарри поинтересовался у Грабли-Дёрк, где Хагрид, а она ответила, что это не его ума дело. Малфой подколол трио, что и Хагрид мог пострадать от чего-то слишком большого, что намекает на великанов. После урока они наткнулись на Полумну, которая сказала, что верит Гарри. К ней присоединился и Эрни Макмиллан, который обвинял Гарри в том, что тот наследник Слизерина. Фильм и книга встретились в кабинете Амбридж. Наказание было не разовым, а растянулось на целую неделю, из-за чего Гарри пропустил пробы вратаря, за что Анджелина чуть не разорвала его. В субботу Амбридж осматривает изувеченную руку, и в шрам ударяет сильная боль, но это окажется совпадением. Рон же всю эту неделю втайне тренировался играть в квиддич, и в книге именно он замечает рану друга и говорит идти к Дамблдору, но в фильме это делает Гермиона. Рыжик пробуется на вратаря и входит в состав новой команды, хотя Анджелина намекнула Гарри, что этот вратарь не предел мечтаний. Фильм слишком нагнетает с одиночеством Гарри.
Даже письмо Сириусу в книге и близко не было таким депрессивным, как в фильме, а ссорились и мирились друзья постоянно. Далее следует шикарная сцена из фильма, в которой Луна рассказывает о фестралах. В книге же очередь фестралов придет сильно позже. Лента вырезает встречу с Джоу в Совятнике. Она говорит, что Гарри очень храбрый и вспоминает о Седрике, что в ленте происходит сильно позже. Там-то появился и Филч, который сказал, что знает, что Гарри собирается заказать навозные бомбы. В книге появляется статья ежедневного пророка, которая сообщает, что Сириус скрывается в Лондоне. Далее газета сообщила о неком Стерджесе Подмаре, которого приговорили к 6 месяцам в Азкабане за проникновение в министерство. Друзья вспомнили, что Стерджес должен был их сопровождать на вокзал. Во время тренировки Рон очень плохо выступил, а после получил письмо от Перси, в котором тот поздравил брата с назначением старостой и предложил держаться подальше от родителей Гарри и Дамблдора. Рыжик настолько разозлился, что бросил письмо в камин. Вот тут в книге и происходит разговор с Сириусом, хотя в фильме он состоится сильно позже. Бродяга сообщил, что это Амбридж 2 года назад протянула закон против оборотней. Он говорит, что мадам Максим уже вернулась во Францию, но попросил поменьше привлекать внимание к отсутствию Хагрида. А далее в книге происходит неприятный момент. Бродяга интересуется, не встретится ли им в Хогсмите, но трио ему отказывает, мол, слишком опасно. И тут он говорит, что Гарри действительно не так уж и похож на Джеймса, мол, тот был бы рад риску. Далее лента демонстрирует шикарно смонтированную сцену с тем, как Амбридж наводит порядок. Хотя в книге она не щимит близнецов, не измеряет Флитвика, не заправляет парням рубашки в штаны и никому не мешает целоваться, но для фильма это было идеальное решение. В ленте же не менее сотни указов, но в книге их было всего 5. И первый декрет об образовании номер 3 наделил Долорес Амбридж властью генерального инквизитора или же инспектора Хогвартса, разрешив ей проверять уроки других преподавателей. Далее в книге состоялись уроки Бинса и Снейпа. Близнецы обмолвились, что Амбридж уже инспектировала Флитвика. Во время обеда мы впервые узнаем об оценках СОВ. Проходные — это превосходно, выше ожидаемого и удовлетворительно. Непроходные — слабо, отвратительно и тролль. Фильм и книга встретились на уроке Трелони, который довольно точно передан. На утро в большом зале Анджелина снова наехала на Гарри, да так громко, что Минерве пришлось прибежать и оштрафовать их на 10 очков. Фильм вырезает инспекцию Минервы. Когда Амбридж пыталась крякать, МакГонагал сказала, что не позволяет себя перебивать на своих уроках. Это несколько отличается от их открытого конфликта в коридоре. Далее Амбридж приползла на урок грабледерк. Вильгельмина рассказала Долорес, о каких существах для СОВ она собирается рассказывать ученикам в этом семестре. Амбридж была впечатлена ее профессионализмом и пошла задавать вопросы о магических существах студентам. Когда она подошла к слизеринцам, Малфой накапал на Хагрида, за которого вписался Гарри, за что получил еще один вечер наказания. Этим же вечером Всезнайка приготовила Гарри настойку из растопырника, чтобы подлечить рану, а Живоглот прыгнул ему на руки, отчего избранному стало полегче. Вот тут Гермиона говорит, что пора бы брать дело в свои руки, а Гарри толкает ту речь, которую скажет в кабаньей голове. Так, ребята, давайте спасать демократию. В кабаньей голове тоже есть ряд отличий. Пуффендует Захария Смит вел себя как скотина, потому Рон предложил ему заткнуться. Закрой свой рот. В
В фильме создается ощущение, что ученики тут одни, но в баре были и другие весьма интересные клиенты. Джоу появилась со своей подругой Мариеттой. В ленте вопрос о Патронусе задает Полумна, но в книге это была Сьюзан Боунс, племянница Амелии Боунс. Также Невилл говорит, что Гарри пустил на фарш Василиска, но в книге он говорит о философском камне, а о Василиске вспоминает ноунейм из Когтеврана. В оригинале еще и Джоу вписывается за Гарри и рассказывает о его испытаниях на турнире. Лента вырезает продолжение Хоксмида. Рон узнает, что Джинни встречается с ноунеймом из Когтеврана. Потому-то теперь она и разговаривает адекватно с Гарри, не краснея и не падая в обморок. В ленте Амбридж увидела группу, но в книге этого не было. Во всяком случае, не в этот день. Тем не менее, спойлер, кое-кто ей таки донес об этой встрече. В книге уже в понедельник утром пришел приказ Амбридж, что все кружки теперь нужно подтвердить у генерального инспектора. Этот приказ был в гостиной Гриффиндора, и парни хотели немедленно сообщить Гермионе. Да тут выяснилось, что мальчики в блок девочек попасть никак не смогут, хотя Гермиона не раз бывала в спальне Гарри и Рона. Всезнайка вышла и сказала, что это правило придумали еще основатели Хогвартса. Избранный забеспокоился, не сдал ли их кто-то из присутствующих, но она ответила, что если это кто-то, кто подписался, она об этом узнает, ибо заколдовала свиток. Анджелина прибежала к Гарри и молила его не пререкаться с Амбридж, ибо утверждать команду по квиддичу будет тоже генеральный инспектор. На урок Бинса прилетела Букля с письмом от Сириуса с просьбой о разговоре. А оказалось, что сову ранили, и Гарри отнес ее к профессору Грабли-Дёрк. Та взяла Буклю на лечение, а МакГонагал раскрыла, что сов перехватывают. От мысли, что Амбридж сломала Букле крыло, Гарри был готов встать на путь отмщения. Я мститель. Далее фильм очень многое вырезает. Для начала лента подрезала очень душещипательную сцену. Малфой наезжает на Гарри и называет того психом и говорит, что тот закончит в больнице Святого Мунга в отделе умалишенных. За эти слова на него почти нападает Невилл, но Рон с Гарри оттащили его. Естественно, избранный уже знал причину, так как ему рассказал Дамблдор. Вот тут и произошла инспекция Снейпа, который не пинал Рона. Как мы уже упомянули в сравнении Кубка Огня, все это рукоприкладство происходит только в фильмах. Друзья вернулись в гостиную, где близнецы уже показывали свой новый блевательный батончик. Во время второй встречи с Сириусом тот сказал, что в баре сидел Наземникус и сообщил о их затее с кружком. Оказалось, что когда арестовали Стерджеса, Орден потерял мантию Грюма. Сириус передал Рону наказ матери не лезть в нелегальный кружок, но сам он сказал, что мысль чудесная. А вот далее его почти поймала рука Амбридж, но ему удалось улизнуть. Анджелина пошла к МакГонагал, и впоследствии Гриффиндор получил добро на команду. После тренировки в дождь у Гарри заболел шрам. Он сказал Рону, что темный лорд злится из-за задержки. В гостиной избранный отрубился, ему снилась та самая дверь. Но вот тут в книге появляется Добби и будет его. Он вызвался принести Буклю от Грабли-Дёрк. Эльф объясняет, где выручай-комната, хотя в фильме ее обнаружил Невилл, и это Добби объясняет, как ею пользоваться, а не Гермиона. Вот тут Гарри и вспомнил забавную сцену, как директор на святочном балу рассказывал Каркарову о том, что ему приспичило, и на 7-м этаже появилась прекрасная комната с туалетными горшками. В фильме эту сцену обыграли так, что Рон поинтересовался
интересовался, а если захочешь в туалет, то что произойдет? Трио оповестило всех о месте встречи, а к вечеру вышли из гостиной с картой мародеров. Пятикурсникам позволено гулять по замку до 21:00, но все же занятие это не совсем легальное, поэтому приходилось шифроваться. В книге комната была обставлена книжными полками, оборудована вредноскопами, проявителями врагов, а также подушками, но в фильме все наплевали на безопасность. Забавно, что о чулане с вениками упомянули близнецы, мол, когда-то они уже прятались в этой комнате от Филча. Вот где Гермиона предложила название «Отряд Дамблдора». Логика, потому что министерство этого и боится. Мы очень, очень тупые. Бывают же на свете идиоты. Захариас Смит сказал, что Экспеллиармус ерунда, но Гарри ответил, что оно спасло его в июне. Невиллу, к слову, удалось обезоружить Гарри еще на первом занятии. Джоу признается, что их с Мариеттой родители работают в министерстве, и они не велели бесить Амбридж. Братья Криви сражались друг против друга. Гарри не забрасывал Колина в камин, а тем более несуществующего в книгах Найджела. Также и Рон с Гермионой бились более-менее на равных. Спустя 2 недели Гермиона в лоре наложила на монеты так званые протеевые чары, на ребре которых менялись даты. У избранного была главная монета, которая нагревала монеты остальных, уведомляя их о новой дате сбора. А монеты она выбрала, ибо в случае обыска сумок деньги-то точно не будут отжимать. В принципе, логично. Это произвело впечатление на коктевранцев, так как это заклинание для экзаменов 7 курса жаба. Избранный сравнил это с черной меткой темного лорда, а Гермиона подтвердила, что именно метка ее и вдохновила на это. Вырезается и весь квиддич в этой ленте. Перед первым матчем слизеринцы начали носить значки и петь «Уизли наш король» перед кольцами дырой. Именно тут появляется шляпа Полумны, а Гермиона желает Рону удачи и целует его в щеку. Увы, Рыжик пропускал мяч за мячом, но, к счастью, Гарри удалось поймать снитч, и Гриффиндор победил. Да только уже на поле Чистомер оскорбил родителей и Рыжика, и избранного. За это Гарри с Джорджем накинулись на него. МакГонагал начала отчитывать их за магловский мордобой в своем офисе, а после появилась и Амбридж. Долорес вытащила следующий декрет номер 25, который позволял ей лишать привилегий и утверждать все наказания провинившимся. Инспектор исключила и Гарри, и обоих близнецов из команды по квиддичу навсегда и отжала метлы. Из-за своего печального перформанса Рон гулял до вечера, а когда вернулся весь в снегу, узнал о печальных новостях. Вот тут фильм и книга частично встретились, ибо вернулся Хагрид, что в ленте произошло уже после Рождества. В отличие от фильма, в оригинале друзья пошли ночью под мантией и с картой, а вот Амбридж пока еще не было в его хижине. Лесничий рассказал, что они с Олимпией ходили на стрелку к настоящим великанам. Им почти удалось переманить их на свою сторону, но потом власть захватил новый великан, который впоследствии проявил лояльность к пожирателям. Вот тут появилась Амбридж, и трио спряталось под мантию. Долорес намекнула, что знает о горной прогулке, и сообщила, что вскоре придет к нему на урок. На уроке по уходу Хагрид представил фестралов, но во время этого урока Амбридж его полностью деморализовала и ушла. На новом собрании ОД Анджелина сообщила, что нашла замены для команды, включая нового ловца Джинни Уизли. Группа отрабатывала чары помех и заклинание импедимента, хотя в фильме звучало заклинание Леви-Корпус, которое появляется только в Кубке и Принце. К слову, все забавные сцены с Филчем — это все доработки кино. В книге ни Филч, ни Амбридж еще знать не знали о месте сбора. Собственно, как и близнецы,
не предлагали чем-то таким угостить Филча после занятия. Указ Амбридж допросить учеников происходит только в фильме. Что касаемо инспекционной дружины, она также будет сформирована уже после каникул. В книге фотография Седрика, равно как и первого состава Ордена, не висела в комнате. А Мела в ленте появилась по волшебству, но по лору Добби украсил зал перед Рождеством. В ленте Гермиона шутит, что у Рона эмоциональный диапазон как у зубочистки, а после друзья смеются. Но в книге эта сцена продолжилась, и оказалось, что Гермиона переписывается с Виктором Крамом, что очень не понравилось Рону. В ленте Гарри напал на мистера Уизли уже в зале пророчеств, но в книге это было только у входа. Также в лоре его разбудил Рон, и Гарри дважды вырвало. Невилл пришел с Минервой, и избранный рассказал, что произошло. МакГонагал сначала сильно удивилась, а Гарри начал кричать, что он не сумасшедший, и она ответила, что верит ему. Вот тут мы пока прервемся и продолжим в следующий раз. В этом видео мы рассмотрели 21 из 38 глав. Сценарий ко второй части завершен и уже запущен в работу. Благодарим за внимание и до скорых встреч!